Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Исполнительный комитет Гагаузии утвердил сумму, которую получат учащиеся с 1 по 12 классы. Исполнительным комитетом утвержден список получателей образовательного гранта президента Гагаузской республики Степана Топала. Президентка Майя Санду обратилась к учителям и руководителям школ обсудить пути развития образования. Торжественная линейка, международная онлайн-встреча и праздничный концерт. Подробнее в репортаже наших коллег Лик ТВ. В селе Дизгинжа завершился капитальный ремонт мини-футбольного поля. Новый состав исполнительного комитета Гагаузии утвердил сумму, которую получат учащиеся с 1 по 12 классы. Каждый ученик получит по 1000 леев согласно закону о социальной выплате для учащихся публичных учреждений образования. Материальную поддержку получат 15 700 детей. Для учащихся из социально уязвимых семей размер дополнительной социальной выплаты составит 500 леев. Социально уязвимыми семьями, согласно указанному закону, являются семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми, семьи с детьми при наличии одного родителя, семьи, в которых один из членов является лицом с ограниченными возможностями, семьи, имеющие статус опекуна-попечителя. На эти цели из бюджета Гагаузии выделят 19,6 миллионов леев. Исполнительный комитет Гагаузии утвердил список получателей образовательного гранта имени президента Гагаузской республики Степана Топала. По окончанию обучения грантообладатель обязуется отработать на предприятиях-учреждениях, функционирующих на территории АТО Гагаузия не менее 3 лет, по полученной специальности и квалификации, согласно направлению, утвержденному постановлением исполнительного комитета. В свою очередь, региональные власти берут на себя обязательство на протяжении всего периода обучения ежегодно выплачивать образовательный грант, эквивалентный стоимости обучения на контрактной основе по специальности, на которую поступил грантообладатель. Региональные власти берут на себя обязательства по трудоустройству выпускников грантообладателей. Однако грантообладатель также вправе после окончания обучения самостоятельно найти рабочее место по полученной специальности на предприятиях-учреждениях, функционирующих на территории Гагаузии, известив при этом многопрофильную комиссию. Пользователями данной образовательной программы на сегодняшний день являются 129 студентов. Денежные средства поступят на их счета. Получатели образовательного гранта, не выполнившие условия договора, возвращают средства, выплаченные им в период обучения. Президентка Майя Санду обратилась к учителям и руководителям школ, предложив вместе обсудить пути развития образования на Национальном форуме педагогических кадров 7 октября, сообщает Молл-Пресс. Моя благодарность всех нас за ту работу, которую вы делаете, должна материализоваться в конкретных вещах. Мы стремимся повышать престиж вашей профессии, инвестировать в профессиональное развитие учителей, модернизировать школьную инфраструктуру и обеспечить финансовую мотивацию учителей к выбору этой непростой и ответственной профессии, подчеркнула президентка. Майя Санду отметила, что совместно с Министерством образования и исследований и при поддержке партнеров по развитию нашей страны она выступила с инициативой по организации ежегодной коммуникационной платформы для учителей со всей страны. Мероприятие начнется с сессии вопросов и ответов, в которой примут участие глава государства и министр образования и исследований Дан Перчун, специальный гость форума Мирча Микля, писатель, психолог, педагог, предприниматель, экс-министр образования Румынии, основатель школы когнитивной психологии в этой стране. Торжественная линейка, международная онлайн-встреча и праздничный концерт. А еще рыбничане оставили свои послания в капсуле мира. Подробнее в репортаже наших коллег Лик ТВ. В Рыбнице отметили Международный день мира. Торжественный митинг прошел в средней общеобразовательной школе номер 6 с лицейскими классами. В этот день говорили о ценности и хрупкости мира, вспоминали погибших в разные войны, чествовали тех, кто видел своими глазами войну 92-го. Услышали ребята и колокол мира, который традиционно звучит в этот день во всех странах.
Конечно, детей впечатляет то, что, допустим, колокол мира, который звучит, это дети 60 стран мира собрали монетки и отлили этот колокол. И, конечно, когда сегодня это звучало, каждая минута памяти была, то есть, конечно, каждый из них прочувствовал, что не все так безоблачно, к сожалению, на нашей планете. И такие линейки, митинги проходят постоянно у нас в школе. И наши ребята, как могут, выражают солидарность со всем народом нашего земного шара и с детьми всей земли, что мы хотим мира, добра. Свои пожелания школьники написали на бумажных голубях, фигурки наклеили на стенд, а часть белокрылых посланников выпустили в небо с воздушными шарами, как символ добрых намерений. И одно пожелание на всех, чтобы посланцы мира смогли долететь до места, где сейчас неспокойно. В завершении мероприятия школьники исполнили композицию «Сон». В это же время в школе проходила международная, организованная Россотрудничеством онлайн-встреча. В ней приняли участие представители 35 стран мира. Среди них и 15 юных рыбничан, учащиеся разных школ города и района. Они принимают участие пока как пассивные слушатели, однако у них есть очень хорошая возможность заслушать своих сверстников из Российской Федерации, заслушать проекты, которые они предлагают для сохранения и пропаганды мира. Одним из этих проектов был проект о сохранении семейных ценностей. Действительно, воспитание начинается с семьи, мир начинается с семьи, с тех принципов, которые прививаются нашими мамами, папами, бабушками, дедушками, семейные традиции. Именно с них начинается очень большое и очень важное слово «мир». Сегодняшняя встреча, она направлена на то, чтобы ребята из Российской Федерации поделились с соотечественниками, проживающими за рубежом, своими проектами. Я думаю, что на следующий год, возможно, будет предусмотрен тот момент, что уже наши дети смогут поделиться своими проектами с ребятами из Российской Федерации. А это уже школа номер 11. Здесь концертную программу, приуроченную ко Дню мира, организовали и провели работники культурно-досугового центра «Олимп». Программа была насыщенной. Танцы, песни, миниатюры, стихотворения, инструментальные сольные выступления. И все в исполнении юных рыбничан. Творческие номера подготовили воспитанники Рыбницкого детского сада номер 10, детской школы искусств, Центра детского и юношеского творчества, досугового центра «Олимп». На протяжении всего мероприятия каждый желающий мог написать пожелания. Все добрые послания были отправлены в капсулу мира, которая в торжественной обстановке была передана хранителям истории, сотрудникам Рыбницкого музейного объединения. Вот так разнообразно отметили Международный день мира в Рыбнице. День мира был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году, чтобы напомнить всем: только мир – гарантия жизни на земле. Ирина Шлава, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Любители футбола теперь могут играть и ночью. В селе Дизгинжа завершился ремонт футбольного поля. Мы завершили капитальный ремонт мини-футбольного поля, который находится на территории нашей школы. В рамках капитального ремонта были проведены следующие работы. Основание футбольного поля сделали из гранитного отсева, заменили ковер и установили освещение, сообщил примар села Василий Капсамун. Теперь любители футбола могут играть вечером до 22:00. В Центральной Бендерской библиотеке состоялась презентация биографического сборника «Имя Победы» об участниках Великой Отечественной войны, родившихся, живших и захороненных в Приднестровье. Подробнее в репортаже наших коллег Днестр ТВ. В Центральной Бендерской библиотеке состоялась презентация биографического сборника «Имя Победы» об участниках Великой Отечественной войны, родившихся, живших и захороненных в Приднестровье. В зале собрались представители школ, городского музея, библиотеки, ветеранской организации и общественники города. Сегодня мы призываем вас всех не забывать о своих предках, особенно вы все работаете с молодежью. То есть, если вы еще помните своих дедушек, бабушек, прадедушек, то зачастую молодежь не знает только своих бабушек. Дальше это уже сложнее. Поэтому
И мы призываем вас наполнять информацию сайта «Дорога памяти», фотографии про фронтовиков, кого вы знаете. Особенно разъяснять молодежи, как важно помнить свою историю, потому что история семьи – это история страны. Здесь все просто. И, наверное, эта книга, безусловно, дань памяти и уважения этим великим людям, которые принесли мир нам и свободу, но все-таки это больше для завтрашнего дня, для тех, кто будет после нас. Книга, которую презентуют сейчас по всей республике, представляет собой уникальный поисковый и исследовательский опыт, который перенесли почти на 300 страниц первого биографического сборника. В нем более 400 имен наших земляков, от героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы до рядовых солдат, внесших свой личный вклад в общую победу. Эти сведения, которые мы собирали всей республикой, с вашим участием, с участием других людей, они имеют значение не только для Приднестровья, потому что еще до издания книги, до ее полного формирования, первоначальную источниковую базу мы передали тоже в архив Министерства обороны Российской Федерации. Через ОГРВ наши мы передали все отсканированные, распознанные страницы этих дневников, фотографий, всего остального, что у нас было на тот момент. И уже дальше, продолжая работать с книгой и обращаясь к этим порталам, мы там уже видели собранную нами информацию, и в том числе даже целые страницы отсканированы, мы их узнаем. Понимаете, мы столько пропустили через себя, можем запутаться в фамилиях, потому что все смешалось в какую-то единую картину, такую большую. Но все равно отдельные части информации мы узнаем. И нам было приятно, что мы внесли, наша республика, не мы там втроем, наша республика внесла вклад. А передали мы информацию о людях в гораздо большем количестве, чем вошло в книгу, там 1000 человек, в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны со всего Советского Союза и вообще о войне. Ведь многие родились не здесь, и их тоже где-то разыскивают родственники там, или учащиеся тех школ, в которых они учились, допустим, или односельчане там. И мы этим самым помогли им установить какие-то, может быть, недостающие данные о своих родных, о близких, о односельчанах, допустим. То есть мы внесли тоже свой вклад в общую память о нашей общей победе. Работа над первым изданием началась в 2019 году, и сегодня уже напечатали 1000 экземпляров. Кроме того, книга находится в свободном доступе. Ее можно читать онлайн или скачать на сайте Союза русских общин и на историческом портале Приднестровья. Мы эту книгу как составители в продажу выставить не можем, потому что мы полностью, ее издание профинансировано правительством Москвы и из средств, которые выделены президентом. Наше согласие как составителей есть на то, чтобы типография бендерская, которая очень сильно нам помогла и сделала ее такой, чтобы она имела возможность своими средствами издавать эту книгу и реализовывать с минимальной по себестоимости, с минимальной наценкой. Сборник состоит из 4 разделов. Данные о ветеранах, документы, фотографии, письма предоставляли архивы музеев, военкоматов, общественных организаций, администраций городов и районов, а также родственники участников Великой Отечественной войны. Некоторые данные удалось найти при помощи военного архива Министерства обороны Российской Федерации. Находимся мы в символичном месте, потому что именно здесь сохраняется история в виде книг. И сохраняется она не только долгие десятилетия, а и столетия, потому что самой старой книги в нашей библиотеке около 3 веков. Поэтому новая книга «Имя Победы», ей уготована абсолютно длинная жизнь, потому что ей исполнится и 10,
и 40, и 50, и 100 лет, и она всегда будет востребована в этом здании. Презентованная книга содержит и личные воспоминания ветеранов. Представители редакционной коллегии отметили, что целью создания сборника было желание показать целостную личность участника войны, не только его боевой путь, но и его довоенная и послевоенная жизнь. По разным причинам не все записи сделаны лично ветеранами, но видно, что сделаны в их присутствии, с их слов, под их контролем. И поэтому здесь присутствует не только биографии, но и то, что можно назвать воспоминаниями. Воспоминаниями о войне, воспоминаниями о довоенном времени. И мы вот эти воспоминания тоже включали в книгу. Конечно, не все, но те, которые наиболее ярко, на наш взгляд, либо нестандартно с точки зрения сегодняшнего восприятия войны, да, описывают вот события, причем не только именно боевые события, но и быт, отношения людей к войне и между собой отношения. Большая работа была проведена организаторами проекта с помощью интернет-ресурсов на порталах «Память народа» и «Дорога памяти». QR-коды этих российских проектов также внесены в сборник. Я родом из Костромы, мой брат моего деда защищал все войска. Он дошел до Тирасполя и похоронен под Хмельницким, и даже награжден. Есть ли мне про него что-то? Терентьев. У меня есть фотографии. Давайте, мы еще будем. Будете? Я тогда выдам документы. Да, мы все вам. Фотографии, документы. Написал. Так, а кому мне выслать? Наша элита в одном месте. Мне. Вам. В планах издания второго биографического сборника, в который войдут сведения уже о подпольном движении в период немецко-румынской оккупации. Для того, чтобы написать сейчас книгу, да, собрать информацию об этих людях, у вас есть родственники, бабушки, дедушки рассказывали, что помогали подпольщикам, были подпольщиками, партизанами, какие-то фотографии остались, какие-то документальные подтверждения. Мы убедительно вас просим, пожалуйста, давайте соберем их и создадим нашу историю уже на основании таких засекреченных, да, данных, потому что подпольная работа, она вообще не была видна. А подпольщики внесли огромный вклад. Они и листовки раскидывали, да, рассказывая людям о том, где сейчас наша армия, какие подвиги, как она Ну, сейчас у нас есть интернет. Раньше у нас не было никаких источников получения информации, и это было, вот, получается, сарафанное радио. И вот благодаря людям, которые потихоньку помогали военным, они где-то проводили какие-то подрывные мероприятия, да, для наших врагов, для того, чтобы наша советская армия, да, дошла и достигла вот сегодняшних результатов, мы могли жить хорошо, спокойно, да. Десятки книг «Имя Победы» были переданы Бендерам, и в скором времени с изданием можно будет ознакомиться в школьных и городских библиотеках и историческом музее. Работа по сбору и уточнению данных будет продолжаться. Редакционный коллектив призывает граждан содействовать в сборе информации. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы Facebook, Instagram, ВК, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md. До скорых встреч!